Вперед, Сибай! Продолжение традиции добрых дел. Цель проекта – поддержать инициативных людей, помочь им самим развивать город. Модераторами круглого стола выступили Денис Назаров и вице-президент Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Рустам Муратов. За круглым столом собрались самые разные люди – пенсионеры-общественники, спортсмены, деятели культуры, предприниматели и молодые мамы, домохозяйки, рабочие, журналисты, учителя, работники коммунальных служб, муниципальные чиновники. У всех свои проблемы, своя жизнь. Чтобы объединить людей и сделать работу проекта более эффективной, решили создать общественный совет. Главная цель – это, конечно же, подвести небольшие итоги промежуточные за эти 1,5 месяца, когда проект заработал. Наметить планы на полгода вперед, на год вперед, понять, что нам необходимо, как мы все можем друг другу помочь, как мы можем вместе выстроить общение, результативный диалог с администрацией, с другими общественными организациями, для того, чтобы все консолидировать наши усилия и получить большой результат. Проект состоит из множества направлений. Например, Сибай Уютный ставит цель сделать наш город еще более комфортным для жизни. В данном направлении рассматриваются такие вопросы, как ремонт дорог, уличное освещение и благоустройство. В частности, участники круглого стола заострили свое внимание на перебоях в движении городского транспорта. Из-за несвоевременного внесения владельцами общественного транспорта изменений в документацию по требованиям нового законодательства, город практически остался без автобусов. Проблема, как выясняется, лежит в юридической, а не в организационной плоскости. В рамках круглого стола совместно с представителями администрации с участием профессиональных юристов было принято решение найти выход из создавшейся ситуации. Сибай инициативный же предлагает организовать социальный детский сад в Сибае, в том числе специализированный, кратковременного пребывания для детей-инвалидов, а также кризисный центр для женщин. Активисты Сибая спортивного решили восстановить традицию проведения пробега в честь памяти героя Великой Отечественной войны и провести в рамках Сибайского полумарафона в мае 2017 года. Было высказано много идей по развитию детского и любительского спорта. Говорили и о строительстве, перспективе нового бассейна и о поддержке городской хоккейной команды. За короткий срок по направлению Сибай спортивный удалось провести образовательный семинар для актива советов многоквартирных домов, презентовать открытие университета третьего возраста в Сибае. Тут же на круглом столе начал решаться вопрос о помещении для танцевального ансамбля третьего возраста. Ну а активистами Сибай Творческий объявлен конкурс среди горожан по различным направлениям творчества. Каждое предложение прозвучало за круглым столом, было услышано и нашло поддержку в лице единомышленников. Участники уверены, что их идеи вскоре реализуются. Еще один приятный момент мероприятия. Руководитель проекта «Вперед, Сибай» приносит свои поздравления семье Алтангужиных. В этом году они отмечают юбилей – 60 лет счастливой совместной жизни. Объединяющая сила проекта вышла далеко за городские рамки. Многие именитые земляки, уважаемые люди проявили свою заинтересованность проектом «Вперед, Сибай» и выразили поддержку в этом начинании. Заинтересовал проект и известного журналиста и писателя Азамата Саитова. Проект «Вперед, Сибай», он, честно говоря, меня заинтересовал в первую очередь тем, что все-таки Сибай живет завтрашним днем, он не стоит сегодня. И я вышел на инициаторов этого проекта и сказал, что, ребята, когда поедете в Сибай, возьмите меня с собой. У меня есть что сказать, и у меня есть за что, скажем, порадоваться за родной город. Я считаю, что Сибай не только столица Зауралья, как сегодня именуют наши коллеги-журналисты. Сибай – это город активных людей. Город, который живет в неуспокоенности. И я горжусь тем, что я имею отношение к Сибаю. По результатам круглого стола было принято решение о создании общественного совета проекта «Вперед, Сибай», а сам проект решено преобразовать в общественную организацию. Евдокия Титаренко, Айгуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.